Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна. Приветствую вас на канале «Музыки и искусства». Я продолжаю цикл видеобесед с композитором Рашитом Зигановым о истории создания симфонических произведений. У Рашита Зиганова 9 симфоний, и в этом видео состоится разговор о симфонии номер 3. Рашид Рахимович родился, вырос и живет в республике Башкортостан. Его мама из старинного башкирского рода. И в третьей симфонии он обращается к древней истории башкирского народа. До Золотоордынский период, эпоха вхождения Башкортостана в Китайскую империю, определение национального самосознания башкирского народа. Симфония номер 3 называется «Полынь степная». Итак, дорогие друзья, третья симфония. Написана она в 1996 году. Этот год не был ничем знаменит, но я заинтересовался историей. В школе нам преподавали какое-то нашествие татаро-монгол. Я так и не мог понять, при чем здесь татары, при чем здесь монголы. Потому что на самом деле это, наверное, было какое-то государство другое, как я выяснил. Но по порядку. Итак, третья симфония «Полынь степная» посвящена историческим событиям и легендам Республики Башкортостан, древних башкир. 3 ее раздела взаимосвязаны сквозной линией драматургического развития. Каждый раздел – это определенный эпизод в истории Южного Урала. Эта панорама образов отражает череду разновременных событий из исторического прошлого башкирского народа, которое и определяет национальное самосознание. С точки зрения формы, здесь экспозиция, это как бы еще нет башкирского народа, а разработочная часть формирования башкирского народа и вхождение его в империю Хубилай-хана. Третья часть – это уже принятие ислама и народ как вполне осознанная группа людей. Итак, более детально о первом эпизоде. Я могу включить звук немножечко, послушать «Бескрайняя степь» и мы слышим звуки, древний как мир. Здесь я использовал тему хора. Когда-то я создал хор на слова Блока. Там был эпизод, да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными очами. И вот эта собственная темочка моя, она иногда мелькает, напоминая о тех древнейших событиях. Эпизод первый – это самая древняя история до вхождения Башкортостана в китайско-монгольскую империю Юань. Это звучание эпохи великого переселения народов. Поздние сарматы, гунны, турбаслинская культура. Степи региона в первом-шестом веках не были заселены, то есть были заселены очень слабо. Но в степях Южного Приуралия сохранились курганы, сохранились различные артефакты. Сейчас мы посмотрим здесь, секундочку. Различные артефакты, в том числе и курганы гунно-сарматов, условно назовем так. Места кочевий племен, вероятно, предшественников башкир, которые в большинстве своем располагаются в лесостепи. То есть башкиры это не
чисто степной народ. Это лесостепь. Именно в Зауралье, по моему интуитивному ощущению, находится начало формирования башкир как единой нации. Это эпоха легенд, сказаний, более древних, чем сказания, эпос об Урал-Батыре. Это бескрайняя степь без границ. И вот я попытался все это озвучить. Второй эпизод – это период вхождения Башкортостана в состав империи Хубилай-хана, то есть империи императора китайского, империи династия Юань, внука Чингисхана, это 1271-1368 годы. 368 год. Это эпоха различных религий. И в первую очередь появление тенгрианства на территории будущего Башкортостана. Столетиями в Башкортостане насаждалась культура Золотой Орды. То есть культура китайская. Она отразилась прежде всего в музыкальной области. Песни, интонация, ну и, конечно, в быту, в одежде, во многом. И хотя император был монгол, в целом культурная сторона это были китайцы. То есть самая культурная часть этой империи. Наиболее древние песнопения башкир доминирует расширенная пентатоника и мелизматика, характерная для многих восточных тюркских народов. Иногда присутствуют монгольские, иногда северокитайские интонации. Но в целом культуры вот этого региона, находящиеся вдоль шелкового пути, они похожи в чем-то. В одежде это и тувинцы, и хакасы, якуты отчасти, собственно, сами монголы, как боевой ударный кулак Китайской империи. Но и другие народы западные, например, булгары, это современные татары, Казанское ханство впоследствии. Эти интонации, они стали переплетаться в следующие эпохи под воздействием других народов. Но по порядку я несколько слов скажу о следующем эпизоде. Это третий эпизод. Он связан с принятием ислама. Предположение, что башкиры всегда поклонялись Аллаху, это совершенно несправедливо, потому что было огромное количество религиозных убеждений. Ну, прежде всего, какие религии были до принятия ислама? Это, конечно, поклонение предкам, поклонение тотему, то есть тотемным животным. Ну и в основе большинства религий это все-таки тенгрианство. А вот когда хан Узбек, и это третий эпизод симфонии, я постарался его озвучить через исламские интонации. Значит, с принятием ислама и постепенным изменением культурных ориентиров большей части и в большей степени направлены на арабизацию, на принятие. Коран написан, кстати, по-арабски. Ислам был принят при хане Узбеке. И принят очень жестко. Хан грозился репрессиями и различными наказаниями, если кто-то из вассалов, князей не примет ислам. И, естественно, все, кто хотел сохранить за собой первенство в племенах и в группах основных, то, конечно, принимали ислам. Это произошло в 1420 году. Но по-настоящему ислам пришел позже, вместе с арабскими купцами, с разнообразными культурными традициями и, собственно, с товаром.
Как я сказал, первоначально ислам распространился только в среде элиты башкирского народа, в среде князей, баев. А вот в глубинах народа сохраняются прежние религиозные убеждения, о которых я говорил: поклонение предкам, поклонение тотемным животным. Началось мощное влияние арабской культуры в Башкортостане. Это не только религия, не только письменность, но и в орнаменте, в письме, в языке и в интонациях появились очень распевные, мелодизированные, такие орнаментированные интонации, протяжные песни, в которых распевался слог до бесконечности на, значит, восточно-персидский или арабский манер. Эти изменения были всеобщими и естественными, потому что на Урал пришла наука. Пришли школы, медресе, в которых преподавалось не только ислам, Коран, как нас убеждают, но также астрономия, математика, в том числе и астрология, химия, медицина. У арабов была на очень высоком уровне, и достижения в арабской цивилизации, они полностью при хане Узбека и после приятия ислама, оно полностью проникли в Башкортостан, и все, значит, наиболее состоятельные, богатые, образованные ощущали это на себе. Я вот на генетическом уровне чувствую влияние планет, так как астрономия, и астрологами были мои предки, муфти, дед, прадед, которые, конечно, естественно, были в революцию все расстреляны, уничтожены, как была и уничтожена вся эта культура во времена гражданской войны. Но до гражданской войны произошло много полезных событий, ведь постепенно угасал и шелковый путь, и влияние арабско-персидского продолжало свое действие, мировое сообщество, прогресс шел, и как раз уже к 15 веку в Европе появилось Возрождение. А вместе с Возрождением новые тенденции, которые могли бы вернуться в Башкирию, если бы не некоторая изолированность. И от этой изолированности мы смогли избавиться, но с помощью вхождения ряд племен башкирских обратились к Белому царю, попросили вхождения в Российскую империю, которая набирала силу. И, в общем, значительная часть была первоначально положительной. Это так странно, совершенно противоположная культура, и вдруг Да? в ту сторону. То метание, то Китай с иероглифами, то вязь арабская, то, значит, вот эта самая европейская графика, которая сейчас бытует. Мы сейчас можем обратить внимание, у меня есть книжки, написанные по-башкирски на латинском языке, на арабском языке. То есть постепенно менялась и менялась культура. Я ничуть не удивлюсь, если под влиянием новых тенденций мы вдруг снова заинтересуемся иероглифами и начнем писать на китайском. Это вполне возможно, если доживем лет через 100, потому что Китай вновь приобретает, значит, значение доминирующей культуры. Но это в будущем. А в симфонии я постарался озвучить и описать периоды древние, до вхождения в российское государство. При этом я хотел бы, чтобы современные историки не описывали историю до вхождения в Российскую империю как что-то такое пагубное, неинтересное и не выдающееся. Я постарался в своей музыке показать, что древний период был также интересен, а может быть даже и более интересен, чем последующий период, когда мы пытались строить там коммунизм, когда у нас были какие-то процессы. Ну вот такая вот симфония о древности. На этом все. А при создании симфонии какие-то трудности у тебя возникали?
Нет, при создании симфонии у меня не было трудностей. Я ее написал на едином порыве, под вдохновением. Вдохновение происходит тогда, когда тебе интересна тема. Я заинтересовался в этот период историей. История реальная, а не той, которая преподавалась в школе, с различными ошибками, с какими-то нелепостями, на которые даже я, маленький мальчик, обращал внимание. Потому что, допустим, нашествие татаро-монгол, нам говорили. Нашествие страшно. Да. Причем здесь татары? Какие монголы? Непонятно, если император организовал мощное государство с мощной инфраструктурой, если был шелковый путь, если была мощнейшая почта. И, кстати, письма из Каракорма или из Пекина приходили сюда быстрее, чем современная авиационная почта. Потому что конники, которые стояли в караван-сараях, на всех заставах, кстати, заставы, тоже караван-сараи, все были прекрасно оборудованы. Это была мощная инфраструктура, хорошо охраняемая. Если где-то проходили какие-то ограбления караванов, то, естественно, и деревни наказывались. И это вот описывалось в истории, как вот такие злые монголы, татаро-монголы. Это все, конечно, неправильный взгляд на мир, неправильный взгляд на историю. Это было нормальное государство с законами, характерными для той древней империи. Они были жестокими, может быть, но и современные законы у нас не такие уж пушистые и мягкие. Так что... Когда у башкир появилось национальное самосознание? Национальное самосознание, я думаю, было связано вот второй период. Не тогда, когда это еще просто блуждающие в степи племена, а когда уже башкиры становятся частью какого-то более крупного государства, когда они сформировали свое сообщество, и князья уже общались с чингизидами, чувствовали влияние культуры Китая, когда они должны были... Кстати, у меня бабушка в совершенстве владела персидским и арабским языком. И, кстати, не хотела писать на кириллице, считала, что это кракозябры, и что она демонстративно ставила крестик. Ну вот, и такие бывают странности. И потом, трудно очень идти в ногу со временем старым людям. Когда человеку 90 лет, вряд ли он может переучиться, принять, допустим, какие-то новые революционные идеи 17 года, или какие-то, аббревиатуры, какие-то кириллицу как таковую. Вот. Еще латиницу можно было принять, а она более соответствует фонетике, культуре башкирского языка. Эти все, они есть в английском, и они точно соответствуют башкирскому. Так что латиница подходит. А вот кириллица с этими загогулинками, она, конечно, наверняка не нравилась большинству образованных, грамотных людей на Южном Урале, в том числе и башкир, когда, под единую, вот эту самую орфографию, условно назовем, подгонялись языки и культура народов. При этом терялась собственная культура, богатая и интересная. В то же время обогащалась чем-то. Да, чем-то обогащалась. В этом тоже были свои плюсы. Вот так приблизительно. Хорошо. Ладно. Это все. Третья симфония.